Здравствуйте, с вами снова я, меня зовут Нуржигит, Талгатбеков, основатель компании Fairyprof. У нас сегодня в гостях Глория Тарипова. Здравствуйте. Здравствуйте. Основательница компании Glory Group. Скажите, пожалуйста, где мы сейчас стоим? Мы сейчас с вами находимся в России, в городе Омск, и это наш головной офис, офис нашей компании. Покажите нам этот офис? Конечно. Пойдемте. Глория, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, о себе и для нашей аудитории. Нашей компании в этом году 12 лет, но именно в сферу наращивания ресниц я пришла 13 лет назад. Это было как раз-таки перед свадьбой. Я себе впервые в жизни сделала наращивание именно на свадьбу. И мне в целом как-то очень понравилось то, что произошло со мной, ну так скажем, то, что смогло сделать наращивание ресниц. И как раз на тот момент я искала работу, чтобы я могла совмещать с учебой. Это был очень хороший вариант начать наращивать ресницы. И через год мы пришли к тому, что начали продавать материалы, потому что на тот момент было очень сложно их купить, их было трудно достать, был очень маленький ассортимент. И видя эту нужду, мы с мужем начали продавать материалы. И если очень коротко сказать о тех годах, которые существует наша компания, то за это время у нас уже появилось несколько брендов своих. В этой индустрии мы являемся лидерами на рынке. Даже, мне кажется, сложно посчитать количество мастеров, которые любят наш бренд. Это тысячи, может быть, даже десятки тысяч, я не знаю. Но сейчас наша компания работает не только в России, у нас есть дистрибьюторы по всему миру, у нас есть офис, склад не только в России, но также в Европе, в Америке, поэтому мы вот так охватываем весь мир, и мастера, которые любят нашу продукцию, они находятся, вот здесь я точно могу сказать с уверенностью, по всему миру, и даже бывают иногда такие ситуации, что о том, что какие-то страны существуют, ну есть же такие очень маленькие, небольшие страны, я уже узнаю именно потому, что оттуда появляются клиенты, которые хотят покупать нашу продукцию. Да, у меня буквально вот позавчера была такая ситуация, я про 2 страны узнала, про новые, только потому что оттуда были запросы на то, чтобы стать представителями нашей компании. Вот. Но помимо наращивания ресниц у нас есть еще другие проекты, у нас есть бренд декоративной косметики, у нас есть производство, на котором мы изготавливаем продукцию не только для себя, но и как контрактное производство. Глория, скажите, пожалуйста, вот сейчас у вас, можно сказать, миллионные клиенты, да? И первый клиент кто был? Именно первого клиента, который купил у нас материалы, честно, я не помню, но почему я не помню вот так своего самого первого клиента, потому что мы сразу же начали работать не только на Омск, на тот город, в котором мы находимся, мы сразу вышли на уровень всей России, мы уже создали аккаунты, страницы и начали активно заявлять о себе. Поэтому наши первые клиенты, они были из других городов. Ведь в то время, когда мы начинали, 12 лет назад, еще не была сама процедура наращивания ресниц настолько, ну, так скажем, массовой. Ну, и вокруг нее были разные мнения. Хорошо это или нехорошо, было очень много мифов, много таких неправильного представления, поэтому первые клиенты у нас были удаленные, в других городах, поэтому вот так вот вживую пообщаться с ними у нас возможности не было, но как мы переписывались, как общались, я помню. Как это получилось, что вы это узнали о наращивании ресниц? У меня должна была быть свадьба. Мои родители живут в 300 километрах от Омска, я ездила к ним в гости. И на пути, пока я ехала на общественном транспорте, я познакомилась с девушкой, которая была мастером по наращиванию ресниц. Путь долгий, несколько часов, мы общались обо всем, и в том числе, конечно, о том, чем она занимается. И так я пришла к тому, что на свадьбу на свою нарастила себе ресницы. И, как я уже сказала, мне очень это понравилось, меня это зацепило, плюс мне понравился тот вариант, что я могу и учиться. Я училась на юриста и всерьез хотела быть юристом. На самом деле, да-да-да. У этой же девушки я прошла обучение и уже через 2 недели после свадьбы прошла обучение и стала этим заниматься. Первое наращивание делала дома у себя. Не было даже тогда на тот момент студии. Все начиналось вот именно с такого формата.
когда вы сказали, вот начали бизнес, начали все открывать, и сайт, и начали работать с другими странами, кто вам это помог в этом? То есть, или вы уже к этому были готовы? Какого-то профессионального на тот момент образования в сфере бизнеса у нас не было. Я вообще была весьма молода, мне было 18 лет. 18 лет, да? Да, 18 лет, муж у меня старше, но тем не менее мы не учились, и тогда, мне кажется, еще в принципе не были так распространены разные обучения в сфере бизнеса, но еще до свадьбы мы с мужем рассматривали разные варианты того, чтобы начать заниматься тем или иным бизнесом. И это зачастую череда каких-то случайных событий, которые потом тебя в итоге приводят в какую-то, в ту или иную сферу. У меня не было такого, что я родилась и такая, я хочу в этой жизни, чтобы моя жизнь была связана с наращиванием ресниц. Я вообще не знала о том, что так можно. Вот, поэтому те люди, которые ищут какой-то вот такой супер универсальный инструмент, что вот так вот я просчитаю, тогда вот так получится, это, конечно, хорошо и работает, но не всегда именно по такому пути можно к этому прийти. Как мы начали на все это выходить? Когда я увидела, что есть потребность такая большая в том, чтобы была возможность покупать, просто хотя бы покупать материалы для наращивания ресниц, потому что их был настоящий дефицит, их было не достать, был маленький ассортимент. Я пришла к нему, он подхватил эту идею, придал ей какую-то определенную силу. И вообще даже самый первый заказ, который мы делали, он дался нам, ну так скажем, с определенными трудностями. Ну, сейчас, конечно, мы смотрим, нам кажется, это не трудности. Тогда для нас это было что-то непреодолимое, а именно, что было непреодолимое, сложное для нас, это та сумма денег, которую необходимо было найти на первый закуп. На тот момент это было $3000. У нас не было таких денег. По тому курсу это 100 000 рублей. Это сейчас у нас курс такой. Вот. И у нас даже полгода ушло на то, чтобы насобирать. У нас родился первый сын, он был нашим инвестором, потому что там дарили деньги и все такое на рождение. Что-то мы заняли у наших родственников, это были там мамы, бабушки, хотя мы там искали разные варианты, но в наращивание ресниц тогда не верил никто. Вот. И когда мы начали заниматься, то мы сразу договорились, что мы это делаем вместе, мой муж там с энтузиазмом, с охотой все это делал, и то, как мы потом выстраивали, мы отталкивались, знаете, от тех потребностей, которые были конкретно тогда на этом рынке. Я абсолютно объективно понимаю, что если бы вот прямо сейчас мы бы заходили на рынок с теми инструментариями, которые у нас были тогда, мы бы вообще абсолютно ничего не достигли. Почему? Потому что уже все очень изменилось, очень много всего улучшилось, абсолютно нужен другой подход. Именно поэтому у нас сейчас такая классная команда профессионалов, которые делают все абсолютно не так. Просто даже для примера скажу, даже не с сайта мы начинали, а мы начинали с социальных сетей продавать, и все удивляются, когда я говорю, мы начали продавать с Одноклассников. С Одноклассников, да? Да, почему с Одноклассников? Инстаграма тогда в принципе не было, ВКонтакте был, мы создали страницы и там, но первые даже полгода у нас ни одного даже ни сообщения, ни заказа не было в ВКонтакте, хотя, казалось бы, даже если их сравнить, где сейчас каждая из этих площадок, у нас вот прям было все именно из Одноклассников. Поэтому очень важно, знаете, адаптироваться под то время, в котором ты находишься, и под те запросы, которые от тебя требует рынок. Потому что сейчас нужно абсолютно другой подход, нужно гораздо более профессиональный. И то, что как раз сейчас делает наша команда, это большая команда профессионалов. Одному уже очень невозможно с этим справиться, ты не можешь это сделать. Поэтому сейчас у рынка такое требование. По поводу Одноклассника я тоже сейчас вспоминаю, супруга Эльнура наращивает ресницы, и вот мы находили клиентов через Одноклассника, и мы специально сохранили эту страницу сейчас. Да? Иногда захожу, читаю, там, как писали, как мы отвечали. Поэтому, да, согласен. То есть, от времени надо зависеть. Тогда был Одноклассник очень популярный, все там продавали. И многими разговариваю, которые именно в нашей сфере, да, и у кого есть магазины, у кого есть свой бренд, и они все работают вместе с супругами, да. Какой секрет? Я просто сам себе супруга начала заниматься наращиванием ресниц, я помогал, начал потом искать и продавать.
В чем секрет вот этого развития, в этом супруга? Почему именно вдвоем в этой сфере? Да, все. Прям. Я думаю, что именно в этой индустрии такая есть особенность, потому что не в каждых сферах бизнеса встретишь такое большое количество семейных пар. Все, я думаю, достаточно просто, потому что изначально заход в эту сферу происходит именно через женщин, потому что они сами сначала как потребители этих услуг, а потом они становятся мастерами. И когда они уже сюда пришли и начинают развиваться, реализовываться, расти, то когда они приходят к этапу, что есть возможность продавать материалы, то самое первое, кого они начинают вовлекать в эту работу, потому что невозможно в этом находиться одному человеку, обязательно нужна команда. И самые первые люди, которые откликаются, это как раз-таки самые близкие, а кто ближе, чем твой собственный супруг. И именно поэтому очень много примеров того, что именно муж и жена работают вместе в этой сфере, они уже становятся вот такими основателями этого бизнеса, и потом они уже начинают расширять команду. Не всегда, конечно, так бывает, но чаще всего вот именно идут по такому пути, поэтому так много примеров именно в нашей индустрии, что это муж и жена. То же самое, у меня тоже ситуация такая. Жена начала наращивать, потом она именно поэтому вы тут. Да, просила съездить, именно закупать материалы, потому что она была в положениях, и мне нужно было ездить именно 1,5 часа, чтобы купить этот материал. И начал я задумываться, ну как это упростить, чтобы вот у нас это все было в наличии. Вот. Глория, скажите, пожалуйста, в компании бывают разные ситуации, да? Есть успех, есть переломные моменты. У вас вот какой именно момент запомнился, именно переломный момент был у вас какой-то? Вот вы росли, и какой-то вот моменте вы сказали, нет, все, я это все закрою. Был у вас такой момент, я все, сдаюсь? Или вы как это было у вас? Могу рассказать про один из переломных моментов, который был у нас. У нас задержали одну поставку, возникли проблемы, в итоге потом даже посылка потерялась, мы ее долго не могли найти. А это было самое начало нашей работы, и у нас было ограниченное количество ресурсов, денег. То есть мы сделали первый заказ, достаточно там большая часть была продана, мы сделали новый заказ, там еще денег добавили. И представляете, вот это вот наше все, оно берет и теряется. Ну, то есть это наше все, даже то, что мы еще дополнительно туда вложили, нашли какие-то ресурсы. И этот момент, он сподвиг нас взять партнеров в команду себе. И мы начали еще искать где-то там варианты, где привлечь инвестиции. И таким образом мы через буквально там 2 или 3 месяца после начала работы взяли партнеров себе в команду, и я понимаю, что ну вот потом тот период, который мы проходили вместе с ними, мы и до сегодня вместе с ними в партнерстве, это тоже сделало вклад, потому что, ну, во-первых, в чем всегда плюс команды мужа и жены, что они сами между собой очень разные, как правило. Вот сколько я знаю семей, обычно это где максимально противоположный человек, который на меня не похож. Именно ты и будешь там моим мужем, а ты моей женой. Ну, это всегда так сильно не похожие, но в этом и плюс, потому что они очень сильно дополняют друг друга, и получается более сбалансированное все, что они делают, если они делают как хорошая команда. И я понимаю, что наши партнеры, они тоже добавили еще больше баланса нам, потому что какие-то моменты мы там поначалу очень долго обсуждали, там, до полуночи, горячо обсуждали, там, да, иногда на эмоциях, но за счет этого мы приходили к наиболее сбалансированным решениям, которые помогали нам развиваться. Или, допустим, у нас был еще один момент, когда мы же не сразу начали продавать свой бренд, мы его запустили через полгода. Мы его запустили, сначала был клей, начали препараты, вводить ресницы, и все, мы начали набирать дистрибьюторов, у нас там первая поставка, ресниц вторая, а потом нам раз говорит поставщик, а мы, в общем, у нас там какие-то внутренние изменения, мы ресницы больше не производим вообще. Для нас паника там. И эта сложность для нас тогда казалась вообще супер критичная. То есть вот наш единственный рычаек, и он все перерезан, перекрыт. Но как раз-таки эта ситуация позволила нам пойти дальше, найти другие варианты поставщиков. И я понимаю, что конкретно для того периода, зная уже потом с течением времени, как работают наши конкуренты,
тогда на том этапе мы сделали там рывок определенный в работе с поставщиками, до которого наши конкуренты дошли только через, ну, у некоторых годы даже ушли до этого, но вот именно через такую сложную ситуацию. Поэтому критических моментов было много, и зачастую они потом обращались в какие-то такие, знаете, вот изменения, которые, наоборот, были хороши для нас. То есть, как говорится, все, что происходит, все к лучшему. Ну, да. Про партнерство вот вы заговорили. Как правильно построить отношения с партнером? Вообще нужен партнер в бизнесе, чтобы вырасти, или лучше нанять сотрудника? Есть плюсы и минусы у каждого из вариантов, и я думаю, что это всегда нужно взвешивать, ну, много факторов и принимать решения уже на основе этого. Но плюсы, несомненно, у партнерства есть, и это точно так. Я бы сказала, что очень важно с партнерами на самом начале проекта проговаривать какие-то моменты, которые касаются того, а что будет, когда ваш бизнес либо достигнет каких-то определенных точек развития, либо наоборот, если он не сможет развиться, потому что не все проекты оказываются успешными. Даже вот если брать какую-то такую общую статистику, то только 1 из 10 стартапов срабатывает и жизнеспособным потом становится. И очень важно проговаривать, как будут распределяться ваши обязанности там, при достижении успеха, либо наоборот, если все пойдет не так, как вы хотели, то как мы будем расходиться. То есть как мы будем расходиться при успехе, при неудачах. Договариваться. На словах или документах? Ну, конечно, лучше делать это на документах, но, допустим, ну, я открыто говорю о том, что у нас не во всех проектах мы так делали, на документах. И даже более того, вот если взять наш основной бизнес и тех партнеров, которые у нас тут есть, то есть же стереотипы такие определенные, ну, мнения, что никогда нельзя работать со своими родственниками, друзьями и так далее, потому что обязательно это потом приведет к разрыву отношений. Так вот, для нас, вот, допустим, это партнерство как раз является примером того, что люди, ну, как бы есть такие мнения, но это не всегда. И это, как знаете, наоборот, свидетельство другого. Но я считаю, что основным принципом, ну, не принципом, а, наверное, основой того, что у нас именно так получается здесь с этими партнерами, это то, что у нас есть общие ценности, которые основаны именно на том, что мы верим в Бога. Потому что вот мы, допустим, с мужем, мы познакомились с ним в церкви вообще, в принципе познакомились, там поженились. И вот эти друзья, которых мы привлекли в проект, они тоже были нашими знакомыми друзьями из церкви. Ну, но для меня они тогда были просто знакомыми, для Рамиля они были друзьями, потому что он раньше с ними начал общаться. Вот. И несмотря на все потом сложности, трудности, у нас, ну, честно, очень разное бывало. Мы там, вот здесь как раз-таки были ситуации, когда мы там даже с мужем, ну все, сейчас еще что-нибудь там случится, ну вот еще, и мы все точно пойдем, им скажем, все, расходимся, там, ну, ничего дальше нет. Но наоборот, мы увидели, что вопреки всему этому, вот основополагающие ценности, которые есть у нас, они помогли пройти этот путь, который вот длится уже не 1 год, а гораздо больше. Давайте представим момент, да? Вы начинающий предприниматель, который ищет инвестора, но у них не совпадает именно вот общего видения на этом, но у него есть много денег. Скажем так, плохой, но он готов как бы вложиться, да? Ну окей, вы спасете бизнес на какой-то короткий промежуток, но потом вот эти основные моменты, которые основополагающие, которые у вас кардинально разные, они обязательно дадут о себе знать, и через какое-то время, возможно, не через неделю, а явно позже, они дадут о себе знать. И именно поэтому, допустим, у нас в компании очень важным моментом является даже при подборе сотрудников в нашу команду, в первую очередь мы смотрим именно на базовые ценности, которые есть у людей, а потом уже на профессиональные. Ну, по крайней мере, это то, о чем мы говорим с нашими HR-ами, это там, то, что мы с ними проговариваем, как они должны выстраивать свою модель поведения с кандидатами. Потому что даже если человек является очень хорошим профессионалом, но у него изначально его ценности совсем другие, то очень сложно надолго с ним быть в отношениях. Почему? Потому что каждому будет некомфортно. Ему будет некомфортно от того, что здесь все по-другому, и ему самому даже захочется через какое-то время уйти. Нам тоже будет некомфортно, потому что мы будем давать постоянно обратную связь
а для человека это его там базовые моменты. И такое взаимодействие, оно будет недолгим, и оно не будет приносить того результата, ради которого все это делается. В начале нашего разговора вы говорили, вот $3000 вы начинали с да, 3000 именно долларов. так. Тогда вы говорили, для вас очень много, это большая сумма. Сейчас для вас большая сумма, это что значит? Ну какой цифры? У меня родители очень трудолюбивые, очень, то есть они вот с детства приучили к труду, к тому, что нужно много всего делать, то есть у нас там были огромные поля всего. Несмотря на трудолюбие, но тот период, в который я родилась, то, что было в стране, тогда просто многие были вынуждены выживать, несмотря на то, что ты там трудолюбивый и так далее. Вот, поэтому это была на тот момент большая сумма. Что сейчас большая сумма, знаете, я думаю, что самое-то главное в жизни — это не деньги, честно, честно. Да. Потому что у каждого, абсолютно у каждого, даже общаясь с разными предпринимателями, у каждого человека есть все равно так или иначе какой-то предел, где ты закрываешь свои потребности, вот какие-то базовые потребности. А то, что дальше потом, на самом деле, вот кардинально, это не имеет значения, потому что для каждого человека все равно важным является другое. Поэтому там уже начинают срабатывать другие ценности. Это как, если говорить даже про миссию компании. Зачастую, когда вот люди находятся вот в таком сложном финансовом положении, в самом начале желание начать какой-то бизнес не из-за того, что у тебя прям с самого начала были великие цели, а вначале у всех есть простая элементарная причина. Тебе нужно жить, тебе нужно обеспечивать себя, свою семью, и поэтому тебе нужно работать. И как только вот ты можешь закрыть эти потребности, это нормально, что ты начинаешь думать о чем-то большем, и это ненормально, если ты не начинаешь об этом. Вот это даже, наверное, больше акцент. Ненормально, если люди там продолжают только ориентироваться на деньги, и для них это становится самым главным фактором, потому что в бизнесе цели не такие просто заработать много денег, потому что это в первую очередь то, что ты делаешь для клиента, это та команда, с которой ты делаешь это дело, и то, насколько ей интересно, насколько ей комфортно, насколько цели нужны, и цели обязательно должны быть привязаны к финансовым показателям, но как раз-таки эти цели нужны для того, чтобы было интересно работать. Много раз я общаюсь с людьми, видела, что если у них уже отсутствуют какие-то интересные, амбициозные для них цели, им неинтересно находиться вот в каком-то проекте. Они идут еще куда-то, потому что там интересно, там жизнь их это зажигает. По поводу клиентоориентированности, вот то, что сейчас даже мы с вами сидим, будучи руководители, да, то есть некоторые скажут, зачем вам это надо? Зачем мы прилетели в Омск, брать интервью, да, это не потому, что нам это хочется, а это клиентоориентированность, именно то, что вы нашли время для нас, сегодня вот сидим, да, разговариваем. То есть очень важен в бизнесе, это нужно не заработать просто денег, тоже вы помните, записывали видео, да, а когда ты думаешь о своем клиенте, как его сказать, то, что ты берешь деньги, чтобы он был удовлетворен, то есть он был согласен на то, что он дает деньги. То, что мы сейчас сидим здесь, записываем видео, берем интервью, это для того, чтобы наши покупатели видели, где это все, как это делается, где это делается. Поэтому я с вами полностью согласен. Глория, скажите, пожалуйста, вот пройдя столько лет компании, я как знаю, что у вас очень много продуктов. Я даже иногда бывает, что я не успеваю. Вот сегодня я узнал некоторые продукты, которые вы запустили. Как у вас это так получается? И давайте начнем с первого. Вот почему Lovely? Вот название Lovely, что это означает? Когда мы называли наш самый первый бренд, то логотип был другой. И вот сейчас мы видим сердечко, но вначале было не так. Здесь была такая девушка с завитушками. Почему была именно девушка? Потому что то значение, которое было у этого слова, это прекрасная, это красотка, это было как раз-таки отображением того, что мы вкладываем в этот бренд. Потому что для нас, наш самый первый бренд, это тоже был с мужем как ребенок. У нас тогда уже первый сын родился. Это то, что мы создавали.
И для нас критерии были примерно такие же, как при выборе имени реальному человеку. Это чтобы было красиво, звучно и смысл, который мы туда вкладываем. Поэтому тогда это было как раз-таки отображением всей той деятельности, которой мы занимаемся, и тех материалов, которые мы создаем для того, чтобы как раз-таки подчеркивать красоту девушек, чтобы та красота, которая у них есть, она становилась еще сильнее, чтобы происходила огранка. Вот. Поэтому именно у первого бренда название такое. Но почему мы потом стали переходить на немножко другой формат названий наших брендов? Мы, когда начали регистрировать свой первый бренд, мы столкнулись с тем, что если ты берешь уже существующее слово, то у тебя есть определенные проблемы, потому что про это слово знаешь не только ты. И поэтому уже в наших новых брендах Lush и Really мы стали отталкиваться немного от другого. То есть нельзя сказать, что у этого слова есть уже какое-то конкретное значение. Но мы сюда вкладывали те настроения, те ожидания рынка, которые были на тот момент, когда мы выводили эти бренды, мы же создавали это для наших клиентов, то мы как раз туда и вкладывали. Вот, допустим, бренд Lush, когда мы его создавали, то это сразу был такой для нас, ну, немножко, даже, скажем, дерзкий бренд, тот, который олицетворяет определенную свободу от каких-то вот шаблонов, потому что в любой сфере, когда она развивается, уже появляются какие-то свои законы, вот только так и никак иначе. И мне кажется, когда мы выводили этот бренд, как раз-таки была уже определенная усталость у рынка от того, что только вот так и никак иначе. И мы, кстати, сейчас видим в том, что и эффекты на рынке в наращивании ресниц популярны как раз-таки, ну вот на пике вот те трендовые, которые есть, они такие все свободные, все уже больше такого немножечко естественности, там хаоса, можно даже сказать. Это не беспорядок, который вот просто так произошел, но нет, это как раз-таки вот эта расслабленность, определенная свобода. И в бренд Lush мы вот эту задорность вкладывали, и Lush это же близко от названия ресниц, да, но это не просто, если бы вы назвали, а это просто ресницы, это было бы не про этот бренд, а это как бы Lush, и вроде бы и отображение сути, но при этом с такой интересной игрой. Really, когда мы выводили, то нам было очень важно сделать такой простой, понятный бренд, в котором вот реальное соотношение цены и качества. И это, кстати, то, за что любят сейчас наш бренд. От него можно ожидать того, что нужно как раз-таки мастеру. Его я вот с радостью даже могу назвать народным брендом, потому что его любит огромное количество людей, он очень хорошо был принят мастерами, и вот это реально то, что им тогда нужно было. Вот, поэтому Really звучно запоминающееся название и то, которое реально оправдывает те ожидания, которые мастера вкладывают от покупки этого бренда. Глория, скажите, пожалуйста, это все продукты, вот, коротко, что можете рассказать о этих продуктах? Да, если очень коротко сказать про каждый бренд, то Lovely – это то, что статусно, это то, что приносит гордость за… Это не какая-то вот такая пафосная гордость, но такая реальная гордость за то, чем ты занимаешься, когда тебе не стыдно говорить о том, что я лэшмейкер, я наращиваю ресницы, это на самом деле так. Так что это статус. Если говорить по поводу Lush, то это свобода, это открытость, это своего рода такая легкость, дерзость, это современность. А Really – это надежность, доступность, определенная простота, но та, которая понятна и которая на самом деле надежна. Знаете, как я бы описал бы одним словом? Это самое главное любовь, потому что я так думал. Я почему Lovely, я думал, что вот компания любит своих клиентов. Я бы вот так назвал бы, одним словом. Это любовь. Вот сердечко даже здесь есть, поэтому компания любит. Это та компания, которая любит своих клиентов. Lovely. Глория, скажите, пожалуйста, что такое семья? Что для вас это значит? Ой, для меня семья имеет очень большое значение, и у нас с мужем уже есть 3 детей, 3 мальчика. Мы, конечно, хотим еще с ним продолжение. Желательно девочку. Да.
И в целом семья для нас имеет очень большое значение, особенно, знаете, вот в современном мире мы, к сожалению, встречаем такое, что не всегда этому уделяется должное внимание и должная ценность. И мы с мужем еще в нашей церкви занимаемся семейным служением, поэтому для нас семья, отношения между мужем и женой являются особо ценным. Наверное, самым основным моментом, откуда у нас это пошло, ну, во-первых, от тех ценностей, которые есть у нас внутри, а во-вторых, вот как раз-таки возвращаясь к тому вопросу, который вы задавали по поводу того, что в нашей сфере очень много семей, для нас... Знаете, как личными трагедиями каждый раз было видеть, когда, к сожалению, некоторые семьи распадались. А такого в нашей индустрии тоже немало. И для нас каждый раз это было, знаете, вот искренне больно. Когда мы видели, что наши дистрибьюторы начинали работать вместе, а потом их семьи распадались. Когда наши конкуренты, у них что-то такое происходило, каждый раз для нас это было больно видеть. Поэтому для нас семья, вот что мы проговариваем, по крайней мере, с мужем, это то, что является самым ценным. Работа для нас не является такой ценной. И мы, когда поженились, мы не были богатыми. Бог нам дал возможность вот так развивать бизнес, иметь такую команду, такой масштаб. И мы понимаем, что даже если у нас этого не останется, либо наоборот у нас там будет все еще в разы и в десятки раз лучше, это не должно стать ценнее, важнее, чем те отношения, которые у нас есть, чем наш союз, чем наши дети. У вас, вот, имея столько большую команду и компанию, как у вас получается находить баланс между семьей и работой? У меня очень мудрый муж. Это так. Потому что я думаю, что вот конкретно в ситуации со мной это благодаря ему, потому что он имеет мудрость вот так вот очень аккуратно все это сделать, чтобы... Я просто сама по себе, наверное, отчасти увлекающийся человек и работа. Я очень люблю работу. Я люблю то, что мы делаем, для кого мы делаем, наш продукт, нашу команду, в общем, наших клиентов, в общем, все, что связано с нашим бизнесом. И отчасти я могла бы этим увлечься, но я знаю, что мой муж очень мудро умеет не прийти закатить какой-то скандал. Нет, вообще не так. Но очень мудро так взять, скорректировать мое поведение, и за счет этого получается находить вот тот баланс, потому что много всего, очень много проектов, много того, что нужно делать, какие-то сложности встречаются, но как раз-таки вот те ценности, которые есть изначально внутри, они, конечно, в первую очередь ведут, и во-вторых, я понимаю, что большая мудрость моего мужа правильно, когда он увидит, что я где-то что-то делаю, ну, немножко не так, скорректировать, но сделать это с любовью, потому что вот, когда мы говорили о названиях брендов, ну, я давала характеристики, но мне очень, знаете, очень тронуло то, что вы смогли считать самое основное, что есть в компании, в нашей, потому что вот у нас на днях был корпоратив, мы отмечали день рождения нашей компании, и там я сотрудникам, когда нам нужно было прямо там разукрасить торт, какие-то слова, меня попросили написать одно слово. И я как раз-таки написала «любовь», потом, и объяснила потом, почему я это сделала, потому что для меня это основа всего, что мы делаем. И все бренды, потом уже все названия, все действия, это может быть разное, с разными оттенками, но основание всего этого – это любовь. И я понимаю, что и в жизни это тоже очень важно, и отношения с мужем, они строятся на любви, и любовь – это то, над чем нужно стараться, вкладываться в это. Это не просто какая-то эмоция, а это слово «любовь», оно гораздо обширнее, чем просто какая-то мимолетная эмоция, которая пролетела, сегодня есть, завтра закончилась, но это гораздо больше. Поэтому я еще считаю, что по-настоящему счастливым человек может быть только если он сбалансирован, не только когда он успешен в какой-то сфере. Есть очень много людей успешных в бизнесе, но по-настоящему несчастных внутри, когда они остаются один на один с собой и честно общаются с собой, то им очень грустно, потому что они глубоко несчастны. Поэтому просто иметь какую-то одну грань успеха в чем-то, этого недостаточно. Верите в любовь? Конечно, однозначно, да. У вас график какой-то есть между работой и семьей? Или вы как это выбираете? Как вы планируете свой вот день, месяц?
все немножко сложно. Да. Ну да, почему? Потому что у нас очень разнородное сейчас участие в жизни компании. Есть какие-то определенные командировки, допустим, к поставщикам, еще куда-то. Даже вот то, что я здесь нахожусь, так как мы сейчас с семьей живем в другом городе, не в том месте, где находится наш офис, то, ну, во-первых, такие, наверное, самые большие пласты в жизни занимают именно командировки. Когда вот я сюда, допустим, приехала, я несколько недель не буду видеть своих детей, и это определенный, ну, как бы, займ у моей семьи, у моих детей в отношениях с ними. То есть, ну, наверное, сначала отталкиваемся от этого, чтобы было, ну, так скажем, сбалансированное количество командировок в нашей жизни. Потом уже на это накладывается все остальное. Те созвоны, которые у нас есть с нашей командой, еще какие-то действия, там, мои поездки, еще которые касаются там, каких-нибудь мероприятий и так далее. Поэтому это, так скажем, многоступенчатая система того, когда ты каждый раз, вот, планируя что-то, определяешь, можешь ли ты себе это позволить или нет. Поэтому сейчас я каждый раз хорошо думаю, прежде чем на что-то согласиться, потому что очень важно это встроить и понять, что важно не упустить в какой-то вот этой гонке самое главное, самое ценное, потому что если ориентироваться только на то, что вот на виду, можно упустить по-настоящему важные моменты. Детство, время с детьми, отношения с мужем, они требуют времени, вложений и временного, эмоционального, чтобы ты не в остаточном состоянии приходила к своей семье, а по-настоящему была энергична с ними. Это требует ресурсов, поэтому здесь нужна мудрость и выверенность всегда. Глория, сколько у вас в компании работает человек? На сегодняшний день 266 человек. Часть сотрудников находится в Омске, часть в других наших филиалах, потому что у нас есть не только в России в Омске офис, но и в России в других городах еще, в Европе, в Америке, поэтому общее число сейчас такое. 260, да? 266, да. Это очень... А какими навыками должен владеть ваш будущий сотрудник или который уже работает с вами? Для нас очень важно, чтобы помимо профессиональных компетенций, которые, конечно, у наших сотрудников на очень высоком уровне, для нас очень важно, и даже я назову это основным моментом, вот, чтобы это было у всех наших сотрудников, это то, чтобы они разделяли наши ценности. И здесь их несколько. Не буду очень подробно говорить о каждой из них, но невозможно, допустим, быть только классным профессионалом, потому что ты можешь достигать очень хороших результатов, но при этом идти по головам, абсолютно некорректно относиться к своим коллегам или, допустим, сотрудникам из других отделов. Поэтому у нас есть несколько важных моментов, и ну вот, не буду говорить о всех, но хотя бы помимо профессионализма очень важно, чтобы была командность, чтобы была открытость и честность, чтобы сотрудники могли открыто между собой обсуждать все моменты, не только говорить, какие мы классные и все такое, но при этом уметь, очень мудро уметь давать обратную связь, даже когда она негативная, но делать это так, чтобы в итоге не унизить человека, а сделать это для того, чтобы наше общее дело от этого становилось лучше, чтобы мы могли скорректировать, что-то исправить. Также для нас очень важно, чтобы у наших сотрудников был, знаете, такой внутренний энтузиазм, запал на то, чтобы они были амбициозны, потому что наша компания очень быстро развивается, очень много разных направлений, и нам очень важно, чтобы наши сотрудники также хотели развиваться, идти вперед, достигать, не останавливаться на том, что у нас есть, и совершенствоваться. Как вы помогаете тем вашим сотрудникам, которые не развиваются? Вы как-то обучаете или и как вы делаете это? В нашей компании есть очень много всего для развития наших сотрудников. Во-первых, у нас внутренние есть тренинги, которые направлены на разные направления, как на хард-скиллы, так и на софт-скиллы. То есть мы и учим и каким-то профессиональным компетенциям, также обучаем и тому, что в целом нашим сотрудникам нужно для того, чтобы работать в команде, для того, чтобы команда была крепкая, дружная, сплоченная. Поэтому у нас есть много разных моментов. Это внутреннее обучение, это вовне у нас руководители посещают мероприятия. Даже, знаете, элементарный такой момент, как командировка,
она все равно очень расширяет какие-то моменты. И даже если это будет командировка к нашему клиенту или к нашему поставщику, это тоже в себя, знаете, вкладывает некоторые моменты обучения. Но так в целом обучение в нашей компании очень сильно ценится, мы вкладываемся в это. Я сама очень люблю обучаться. И, конечно, наши сотрудники, невозможно работать в нашей компании и не обучаться. То есть ты будешь однозначно учиться, ты точно будешь попадать куда-то на тренинги, на обучение. Я немножко, честно говоря, удивлен, потому что я думал, что у вас очень много народу, честно говоря, потому что 260 человек делает столько работы, потому что всегда четкость, как они отвечают, прям вовремя все считают. То есть я немножко удивлен в плане компактная команда делает очень много работы. Те, которые есть компании, которые тысячами людьми владеют, но такую работу не делают. Поэтому я почему задал вопрос, как у вас это получается. То есть вы всегда на развитии, что-то новое. Это да, и эффективность это один из наших таких тоже важных моментов. Это входит в ключевые ценности нашей компании, эффективность. Потому что... Быть, а не казаться, делать реально. Реально не делать. вид, как они работают, да? Нет, да. Потому что мы часто у вас, уже я заказывал, я уже этого не делаю, но когда я заказывал, что я знаю, что всегда все четко, никогда не было ошибки при сборке. Вот что я удивлен, да, как этого, потому что бывали, что другие компании, что ошибались там, и мы это разбирались. Поэтому вот как это у вас получается? Круто, круто. И скажите, пожалуйста, еще вопрос, как вот держать такую команду в таком вот духе, всегда вот заряженные, как вы их мотивируете? Ну, как я говорила и про любовь, о том, что это не просто эмоции, и также нужна сбалансированная система. Поэтому в нашей компании есть и цели, которые большие, вдохновляющие, но при этом еще это и поддерживается системой. То есть у нас в каждом из проектов есть система стратегического планирования, когда мы не просто собрались, ну что там, сделаем классно, и все, и потом пошли, каждый сделает, что понимает. Нет, любые такие хорошие достижения, они невозможны в большой команде, если не будет системы. Поэтому у нас много описано разных процессов, уделяется этому внимание, чтобы они все соблюдались, чтобы каждый выполнял их, чтобы это как раз-таки приводило к тому, чтобы были вот такие четкие результаты, потому что если слаженно работают все отделы, то тогда и получается результат. Это один из моментов, но опять же, чисто на системе тоже нельзя, поэтому у нас есть и целая система мотивации, которая в себя включает очень много разных моментов. У нас есть и внутренние разные мероприятия, постоянно проходят какие-то активности, у нас есть внутренняя валюта, внутренний магазин, можно за разные активности получать эту валюту, потом ее тратить на то, что тебе понравится. Также у нас есть какие-то совместные мероприятия, в которых принимают участие наши сотрудники, которые даже не являются только нашими внутренними, допустим, сибирский марафон, то есть забеги, в которых мы командой принимаем участие, еще разные активности. Поэтому много всего есть. Чтобы про это рассказать более детально, нужно больше времени, но этого много. Вот этими мероприятиями кто-то один человек занимается, который это все делает, или вы совместно это все делаете? Я как знаю, что у вас есть отдельный человек. У нас отдельная, даже не то чтобы отдельный человек, у нас отдельная HR-служба есть. Которая это все организовывает. Да, благодаря ей у нас очень много всего там есть я в нашей... Видел, что вы еще или у кого день рождения. Конечно, да. Там уделяете время. Конечно, абсолютно в каждом офисе. Я не удивлен, если вы даже знаете, что у вашего сотрудника, когда ребенка день рождения. Вы, наверное, тоже это знаете. Это очень круто, когда ты близок с своими сотрудниками и все знаешь, потому что я думаю, что это очень из основных ключевых моментов, то, что ты должен знать своего, как сотрудник, и он же партнер же получается. Да.